2018 году Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики, финансовая полиция, отмечает особую дату в своей истории – 25-летие. На протяжении своей деятельности каждый год финансовой полиции был наполнен яркими событиями, славными делами коллектива. Этот фильм посвящается тем, кто в разное время стоял на страже экономической безопасности страны, и тем, кому это предстоит сделать. За прошедшие годы орган финансовой полиции претерпел значительные изменения, но всегда последовательно и активно защищал экономические интересы государства, выполнял задачи, направленные на обеспечение экономической безопасности страны. Создание и развитие службы было направлено в первую очередь на защиту экономической безопасности государства и доказало, что эта служба незаменима. В истории службы немало фактов, связанных с раскрытием сложных и значительных преступлений, нанесших ущерб государству. Сердечно поздравляю всех сотрудников и призываю их нести свой долг перед государством и обеспечивать экономическую безопасность. За 25 лет полномочия и функции службы значительно расширились, и сегодня одной из приоритетных задач ведомства остается пополнение бюджета страны и защита предпринимательства. В отношениях с бизнесом финансовая полиция выступает скорее не как контролирующий орган, а партнер, защищающий субъектов предпринимательства от произвола проверяющих. Регулярно проходят встречи за круглым столом, где бизнесмены рассказывают о своих проблемах. И финансовая полиция стала в большей степени уделять внимание на неправомерное вмешательство государственных органов, где ущемляются интересы бизнес-сообщества. С финансовой полицией мы тесно сотрудничаем, и особенно последний год руководство финансовой полиции показало себя в лучшем свете в том, что больше открытость к бизнесу, больше стал диалог между бизнесом. И это нас очень радует. Мы недавно как раз объездили регионы, встречались с предпринимателями и с руководством финансовой полиции. И в связи с этим, с предстоящим юбилеем, я бы хотел пожелать финансовой полиции больше открытости и доверия со стороны бизнеса. Я думаю, это очень важно. Но и что касается сотрудников, я бы хотел пожелать всем самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Финансовая полиция встречает свой юбилей, продолжая неброскую, но эффективную борьбу с экономической и коррупционной преступностью, препятствующей нормальному развитию общества и, в первую очередь, осуществлению политических и социально-экономических преобразований в республике. Общественность должна знать, что финансовая полиция внесла значительный вклад в то, что в бюджете страны есть средства на увеличение выплат социальных пособий, пенсий, строительство новых школ, детских садов и социального жилья для бюджетников, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, военных, учителей, деятелей культуры. Скоро и сами сотрудники финансовой полиции получат квартиры от государства. Недавно выделен земельный участок для строительства дома. Хороший подарок к 25-летию. 25 лет Финполу. Для меня это финансовая полиция. Это школа. Я прошел ее, я был в этой системе. И благодарен судьбе, что я прошел эту систему. Хочу сегодня пожелать ветеранам, друзьям, работникам, всем, кто связан с этой работой, здоровья, удачи. И пусть 25 лет это будет начало экономического развития. А дальше мы будем вместе работать и развиваться. Удачи, здоровья и процветания нашему Кыргызстану. Необходимо подчеркнуть, что основные причины и условия экономической преступности значительно отличаются от общеуголовных преступлений. Противостоять организованной экономической преступности в состоянии только профессионалы высокого класса. Образованные, принципиальные, стойкие. Результаты деятельности финансовой полиции показывают, что сотрудники досконально знают свое дело и честно исполняют свой долг. Они противостоят не полуграмотным криминальным элементам, а образованным, умным преступникам, нередко наделенным властью или имеющим тесные связи с ней.
Постоянно возникают новые виды экономических преступлений, рейдерства, различные схемы отмывания денежных средств. Для ухода от ответственности применяются попытки подкупа или различных форм давления. Но коррупционеры не должны уйти от ответственности. В этом главный принцип деятельности правоохранительных органов. Уважаемый Замирбек Бабакулович, от имени Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и себя лично сердечно поздравляю вас и весь коллектив Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики с 25-летием создания финансовой полиции Кыргызской Республики. В это насыщенное на события и вызовы время финансовая полиция Кыргызской Республики является мощной опорой государства, обеспечивающей его самостоятельность и экономическую безопасность. Позвольте отметить вашу активную и высокопрофессиональную деятельность как гарантию создания условий для созидательного труда, способствующего укреплению сотрудничества и интеграции наших братских народов. От всей души примите искренние поздравления и пожелания юбилея, творческих идей и исключительно хороших новостей, больших свершений и успехов в вашем нелегком труде. Пользуясь случаем, выражая надежду, что те взаимоотношения, которые сложились между службами наших государств, и впредь будут развиваться в атмосфере дружбы и добрососедства. После вступления Кыргызстана в Таможенный союз и ЕАЭС расширились возможности страны для экономических контактов, но также расширилось пространство деятельности для коррупционеров и правонарушителей. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сотрудничает с различными организациями и общественными объединениями, в том числе с иностранными государствами и международными организациями по вопросу предупреждения коррупционных проявлений. Осуществляется взаимодействие с соответствующими органами государств СНГ по повышению эффективности мер по выявлению, предупреждению и расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов. С 2000 года орган финансовой полиции является членом Координационного совета руководителей органов налоговых, финансовых расследований стран СНГ. Такое взаимодействие способствует раскрытию преступлений и розыску преступников, скрывающихся на территории СНГ. Уважаемый Замирбек Бабакулович, от имени оперативно-розыскного управления Комитета государственных доходов при правительстве Республики Армения и от себя лично поздравляю вас и в вашем лице всех сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики с профессиональным юбилеем, 25-летием образования службы. На протяжении всего периода своей деятельности финансовая полиция Кыргызстана зарекомендовала себя как действенный и эффективный орган государственного управления, гарантирующий экономическую безопасность государства. Сотрудники финансовой полиции всегда были и остаются на переднем крае борьбы с экономической преступностью. Не случайно в рядах возглавляемыми вами ведомства служат люди, которые ежедневно добросовестно исполняют свой профессиональный долг, обладают высоким чувством ответственности. Экономическая и коррупционная преступность становится более организованной и профессиональной. Увеличивается ее масштабность. Преступные группировки пытаются вовлекать в свою сферу больше людей, в том числе из числа государственных служащих. Стремятся увеличить свое влияние в экономических и политических кругах. Нередко бизнесмены и общественность считают проявление коррупции приемлемым фактом, но в конечном итоге этот фактор негативно влияет на нормальную жизнь во всех сферах, наносит ущерб каждому жителю. Коррупция сказывается на развитии экономики и социальной инфраструктуры. По сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в платную область образования, здравоохранения, социального обеспечения. Однако это явление не получило должного общественного осуждения. Невозможно искоренить коррупцию только мерами правоохранительных органов без поддержки самых широких слоев населения. Понимание всеми гражданами
роли финансовой полиции в этой борьбе – одна из приоритетных задач. Органы финансовой полиции, как самостоятельный и единственный уполномоченный правоохранительный орган по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики, создает предпосылки к повышению и укреплению экономической безопасности государства. Общенациональная программа цифровой трансформации ТАЗАКОМ, являясь ключевым компонентом стратегии устойчивого развития страны 2040, одной из главных целей которой является улучшение условий для бизнеса. Органы финансовой полиции республики, наряду с другими государственными органами, будут бесспорно вовлечены в реализацию указанного проекта. 25 лет Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями работает и развивается вместе со страной. Эта государственная служба не только по определению, но и по существу. Интересы государства и граждан – глубинная суть деятельности финансовой полиции. 25 лет – возраст расцвета. Сотрудники финансовой полиции четверть века честно исполняют свой долг на благо многонационального народа и нашего Отечества – Кыргызской Республики.